Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, руководитель аппарата правительства Илшат Тажидинов совместно с председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Вячеславом Гелезидиновым и главой городского округа город Сибай Халитом Сулеймановым посетили ряд инвестиционных площадок и социальных объектов. Первым пунктом в маршруте стал Сибайский элеватор, где с декабря прошлого года начался монтаж нового мельничного комплекса. Оборудование итальянского производства компании «Милсервис» было поставлено 22 фурами. Все работы по монтажу осуществляли иностранные специалисты совместно с сибайцами. 7 мая состоялся пуск мельницы в эксплуатацию. Делегация осмотрела поэтапно всю технологию производства. Это, по сути, получается на сегодняшний день самая современная, инновационная мельница в республике. Самая мощная. Самая новая в России. Самая новая в России. Самая новая в России. Самая большая производительность, наверное, в республике. Ну и самая, так сказать, зарубежная, наверное, вообще. Ну и самые современные технологии, получается, что она вообще последняя по технологиям. Производительность мельницы 300 тонн в сутки, муки 225 тонн. Помимо этого остается и побочная продукция – отруби, зерноотходы, мучка. Пятиэтажный комплекс включает в себя 2 крыла – зерноочистительное и размольное отделение. Весь процесс помола автоматизирован. Применены и современные технологии. Например, первоначальная система увлажнения зерна дает впоследствии хорошее отделение оболочки от сердцевины. Система сортировки позволяет очистить зерно от постороннего мусора. Система калибровки выбирает только лучшие зерна в партии, отчего в результате повышается качество муки. Непосредственно на мельнице задействовано 20 работников, а в целом комплекс обслуживает 58 человек. Отбор муки из сырья достигается до 78%. Это говорит о очень хорошей эффективности и коэффициента полезного действия. На Сибайском элеваторе строительство мельницы производительностью 120 тонн в сутки с выработкой муки первого и высшего сортов, манной крупы и отрубей было начато в 1989 году, сдано в эксплуатацию лишь в 1996. Спустя практически 20 лет потребность в новом современном оборудовании и в улучшении технологий стала очевидным. Поэтому введение нового мельничного комплекса теперь позволит удержать на плаву крупнейшее предприятие и даст возможность развитию производства в городе. Отметим, что в общей сложности в строительство новой мельницы было вложено 800 миллионов рублей. По словам работников мельницы, с введением в эксплуатацию нового оборудования весь процесс производства стал намного проще, а вот производительность и качество продукции выше. Стоит отметить, что и ранее мука Сибайского элеватора всегда пользовалась спросом не только в республике, но и далеко за ее пределами. Фасовочный цех новой мельницы – это последний этап производства. Уже отсюда готовая продукция элеватора поступает на прилавки магазинов. В состав мельничного комплекса входит и лаборатория отдела качества, где проверяется зерно, мука, зерноотходы и прочая продукция. Здесь производится выпечка хлеба, после чего можно оценить и вкусовые качества готового изделия. Отличается намного мука белее, хороший помол, выход большой, качество хлебопекарное хорошее, отличный хлеб хороший, подъем имеется большой. Гостям, в свою очередь, предоставили возможность оценить результат работы новой мельницы, дав отведать хлебобулочные изделия и кумыс собственного производства Сибайского элеватора. Далее делегация отправилась на Сибайский завод буровых реагентов, который базируется на площадке бывшего молочно-консервного комбината. Учредитель Владимир Степанов рассказал, на каком этапе развивается деятельность предприятия сегодня. Приняли штат? Людей, штат. Сколько у нас людей 40 набрали? Человек уже мы набрали. Да. Пусконаладочные работы, значит, в главном корпусе ведутся по запуску цеха сухого смешивания, который мы планируем к концу июня, в начале июля уже первые тонны дать продукции. Потребители у нас есть, значит, наши российские, казахстанские, азербайджанские такие вот Компании. Ну да, кто отрасли занимается нефтяной. Да. Нефтедобыча. Ну мы же должны, Газпром, да. В целом, Сибайский завод буровых реагентов предполагает мощность производства до 2000 тонн в месяц, а численность предприятия будет составлять порядка 500 человек. Цеха бывшего молочно-консервного комбината переоборудуются под производство реагентов. Особо опасные, как, к примеру, аммиачный цех, был полностью демонтирован. Отметим, что по экологическим нормам завод буровых реагентов имеет 3-й класс опасности и не выбрасывает в атмосферу вредных веществ. После завершения пусконаладочных работ производство планируется запустить в конце лета. Следующим пунктом в маршруте правительственных гостей стало посещение социального объекта, где ведется строительство художественной школы с городским выставочным залом. Учреждение рассчитано на 250 учеников и 11 учителей. В здании с общей площадью более 1000 квадратных метров предусмотрено размещение административных помещений, библиотеки, компьютерного класса, классов живописи, рисунка, скульптуры, резьбы по дереву. В новой художественной школе предусмотрены и все условия для маломобильных групп
групп населения. Стоимость объекта составляет 67 миллионов 117 тысяч рублей. Проект финансируется из республиканского бюджета. Тендер на строительство выиграла местная фирма «Ремстройцентр». До этого подряда она специализировалась только на возведении жилья по государственным программам. Художественная школа для них первый объект подобного рода, с выполнением работ на котором они вполне справляются. Сроки сдачи понятно, 31 декабря, наверное, а так мы планируем 22 августа. Успеваем? В основном, да. Ага, надо успеть. Да. Финансирование нормальное. В целом, как отметил Илшат Тажидинов, Сибай развивается неплохими темпами. Свидетельство тому и ряд экономических показателей. В частности, по итогам работы за январь-апрель этого года наблюдается рост объемов отгруженной продукции на 4,5%. Индекс промышленного производства составляет 2,8%. Этот показатель выше, чем в среднем по республике, без малого на 1%. Инвестиционный потенциал города Сибая очень большой. Очень большой. На сегодняшний день ряд намечен ряд инвестиционных проектов. В частности, можно отметить инициативу компании московской Global Edge по лесопереработке. На сегодняшний день их заявка подана в Россельхоз, одобрена Рослесхозом. Подана заявка Министерства промышленности Российской Федерации по 419 постановлению. Совместно с правительством мы будем стараться, чтобы этот был проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Российской Федерации. Там большой объем инвестиций, будет большое количество новых рабочих мест. Но в целом город, можно сказать, меняется на глазах, преображается в лучшую сторону. И вот, так скажем, достойными, хорошими результатами готовится к своему 60-летнему юбилею. Елена Афанасьева, Ниаз Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.